Здравствуйте, меня зовут Жасмин, мне 17 лет. Я метиска, моя мама кыргызка, папа американец. Я занимаюсь танцами уже на протяжении 12 лет, с самого детства, начиная с 6 лет. Кыргызские танцы, они более пожестче, более такие суховатее, серьезнее, потому что, так как кыргызы являются кочевым народом, на протяжении всей истории их жизнь была более напряженнее, более в темпе, в ритме, постоянные переезды, кочевание на новые земли, и поэтому и музыка, и танцы более такие сдержаннее. В училище нас учат отдельно танцевать кыргызские танцы, русские, белорусские, испанские, венгерские. А таджикские, узбекские для танцевальной практики сценической мы отдельно репетируем с нашими педагогами. Это развивает мой репертуар, мою технику. А с человеческой, с душевной точки зрения я так могу узнавать культуру других народов, их характер, их образы примерять на себя. Я считаю, что таджикские и узбекские танцы похожи, потому что их место нахождения, обитания народов этих стран, они во многом совпадают. Климат в этих странах более теплый, более приятный. И так как они еще вели оседлый образ жизни и жили в основном преимущественно на одном месте, их танцы более веселые, более открытые, игривые. از پشتکی دروازه نگاهت میکنم خاشات قلم جانم نگاهت میکنم خاشات قلم جانم نگاهت میکنم دستک دگیرم رویم ده پیشی بدرود دستک دگیرم رویم ده پیشی بدرود ارزم همونای خوشمه برده دخترود دخترود آی دخترود دخترود آی دخترود یارومی دلبرومی علمش در سرومی. Эти танцы во многом объединяет одежда, так как три страны являются мусульманскими странами, и костюмы, национальная одежда во многом схожи. Лирические танцы разных народов похожи между собой. Движения рук в женском танце очень похожи, так как во всех трех странах женщины занимались хозяйством, и из-за этого в танцах очень проявлены различные движения рук. И, конечно, все они прекрасны.